посвященное знаменательной дате, прошло в концертном зале «Дружба». Одним из самых волнующих моментов стало чествование жителей Брянщины, внесших весомый вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы региона. Репортаж Светланы Гапеевой. Первые минуты праздника, а зрительный зал уже утопает в цветах. Букеты вручают почетным гостям собрания, ветеранам войны, труженикам тыла, известным художникам, музыкантам и ученым Брянщины, нашим землякам, которые своим трудом и талантом в разные годы прославили малую родину. В зале присутствовали и те, кто руководил Брянщиной в прошлые годы. В их адрес прозвучали отдельные слова благодарности. Под марш Преображенского полка знаменная группа выносит на сцену флаги. Звучит гимн Российской Федерации. 75-летие со дня образования регион встречает с большими успехами. Рост экономики за последние 5 лет очевиден. Строительство дорог, больниц, детских садов, колоссальный подъем промышленности. Так, сегодня Брянский машиностроительный завод выпускает 80% всех линейных тепловозов страны. По ряду показателей и в аграрном секторе области опережает даже черноземные регионы, а по урожайности зерновых занимает первое место в ЦИФО. Лидерство Брянского региона отметил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Это образец социально-экономического развития, это очень много успехов в решении социальных проблем, в агропромышленном комплексе, ну и вот повседневной жизни. И очень важно, чтобы власть относилась чутко, бережно к своим людям. Это мы сегодня чувствуем. Высокотехнологичная медицина, современная инфраструктура, благоприятный инвестиционный климат – все это о Брянском крае. Сегодня наш регион славится своим искусством и культурой, образованием и наукой, уникальными природными заповедниками, памятниками тысячелетней истории. Успехи настоящего – это прочный фундамент для будущих поколений, отметил глава региона. За 75 лет регион сохранил прочную основу, заложенную нашими предками, и накопил силы для нового рывка, который область сделала в последние годы. И сегодня у нас снова есть право гордиться успехами нашей малой Родины, благодаря которым она занимает достойное место среди других субъектов Российской Федерации. Об успехах в здравоохранении, коммунальной сфере, дорожном строительстве говорил председатель Брянской областной думы Владимир Попков. Сегодня заканчивается экспертиза расширения дороги в сторону Смоленска, и мы ее начнем делать. Я сказал, сделаем дорогу, связывающую первый Брянск и второй Брянск. 2 моста уже в программе. Поздравить Брянскую область приехали и белорусские коллеги. Если в области, в регионе ремонтируются дороги, строятся, возводятся путепроводы и мосты, строятся больницы, строятся детские сады, значит, не просто надежда, а уверена, что и дальше этот регион будет просто развиваться. Одним из самых волнующих моментов стало чествование заслуженных брянцев. Государственные награды они получили за вклад в развитие промышленности, образования и здравоохранения, культуры и искусства, за патриотическое воспитание молодежи. Закончилось торжественное собрание яркой концертной программой. Свои лучшие номера показали известные артисты Брянска. Светлана Гапеева, Сергей Севастьянов. Вести Брянск.